Всем привет! Сегодня я сравню два телефона Nokia 5800 и Nokia 5530. Как вы видите, модели очень похожи. Размеры у них тоже примерно совпадают друг с другом. Вот примерно так. Только Nokia 5530 чуть-чуть меньше, чем 5800. И стоит несколько дешевле. И возникает резонный вопрос, стоит ли покупать 5800 или достаточно ограничиться 5530? Вот на этот вопрос я попытаюсь сегодня ответить. Итак, 5530 обладает практически всеми теми же свойствами, что и 5800, только у нее нету модуля GPS, нету 3G, который в принципе нам и не нужна, чуть-чуть меньше емкость аккумулятора и чуть меньше на размер экрана. Но при этом сам экран более качественный, цвета более живые, насыщенные, потому что там используется какая-то новая технология. И из-за чуть меньшего диагонали, то зернистости вообще не видно, пикселей не чувствуется. По размерам, как вы видите, они очень схожи. Nokia 5530 только чуть потоньше. По массе тоже чуть-чуть меньше. Ощущается даже чуть более монолитно, чем 5800. Итак, а теперь я перейду к программной основе. Как видите, рабочий стол в 5530 очень сильно переосмыслен по сравнению с Nokia 5800. Здесь мы также видим иконки контактов, только их можно до 20 штук разместить. Вот они так листаются. Nokia 5800 только 4 контакта, жестко заданы, и ссылок уже невозможно. И хотя у меня сейчас включен плеер, то здесь мы тоже ничего не видим, а здесь мы можем видеть виджет, управлять прямо с экрана. Вот я сейчас запускаю. Можно листать песни. Все работает прекрасно. Видите, даже есть отображается обложка альбома. А в целом, конечно же, экран 5530 выигрывает перед экраном, рабочий стол. Выиграет перед рабочим столом 5800, просто в силу своей функциональности. И переходим еще к другим фишкам 5530. Одной из фишек Nokia 5530 стала кинетическая прокрутка. Видите, я кидаю, и треки листаются вот так. В Nokia 5800 этого не происходит, только можно боковой панелью листать. В общем, я не знаю, насколько это нужно, но тем не менее дополнительный функционал не может не приветствоваться. И сейчас я покажу еще, как изменилось устройство ввода. Итак, я напомню, если мы на 5800 хотим набрать сообщение, мы можем выбрать вот алфавитно-цифровую клавиатуру и набирать, или же выбрать меню и выбрать полноэкранную клавиатуру, то есть вот так, и печатать уже на QWERTY клавиатуре. Это все нам знакомо. На 5530 же, вот мы тоже видим алфавитно-цифровую клавиатуру, но если мы повернем, то сенсор среагирует, и клавиатура поменяется сама. Это тоже, как говорится, более удобно и интересно. В общем, вывод какой? Если вам не нужна GPS-функциональность, вы готовы мириться с чуть меньшей диагональю экрана, то 5530, безусловно, тоже очень интересная покупка, потому что динамики звучат так же, качество звука то же самое, программная основа одна и та же. И это расширяет модельный ряд Nokia и делает его более привлекательным для покупателя. Всем пока!